Маленький уютный курортный городок Пицунда в свое время славился на весь мир. Сюда приезжали поправить здоровье высокопоставленные советские чиновники и даже зарубежные гости. И сегодня, глубокой осенью, на пляжах курорта все еще есть отдыхающие, которые спешат насладиться не по-октябрьски теплым солнцем и ласковым Черным морем. 50 лет назад в Пицунде завершилось грандиозное по тем временам строительство. 7 пансионатов стали принимать своих первых туристов. 3000 человек были расселены здесь же. Они занимались обслуживанием объединения пансионатов. Со временем вокруг курорта выросло небольшое поселение. Сегодня же город Пицунда является одним из красивейших уголков Абхазии, который, как и 50 лет назад, остается излюбленным местом для отдыхающих. Так называемая «Большая абхазская стройка» началась в 1960 году. Результатом проекта союзного масштаба и стало появление курортного объединения Пицунда. Большинство жителей города посвятили курорту всю свою жизнь и до сих пор трудятся здесь. Начала работать в курорте я в 1976 году. Работала я в 5-м корпусе Колхиды. Я почти до сих пор работаю в курорте, уже 41-42 года. В курорте мне не безразличны, каждая веточка, потому что я почти выросла здесь в курорте. Вот честно, мне за все душа болит. Как я и старые работники. Большое пожелание всех тех сотрудников, которые создавали курорт, которые открывали курорт, чтобы вернуть ту славу, которая была. Да, сегодня она неплохо звучит, курорт Пицунда, но той славы международного курорта, как это было раньше, хотела себе вернуться к этому. 69 выходцев Пицунды сложили головы за свободу и независимость Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В такой значимый для города день самое главное и первостепенное – отдать дань памяти погибшим героям и поклониться их подвигу. Министр по курортам и туризму Автандилгарский, руководство города, общественность и школьники возложили венки и цветы к мемориалу погибших. В честь 50-летия города-курорта в Пицунде открыли памятник заслуженному инженеру Абхазии Тамаре Гицба, которую пицунцы по праву считают основоположницей города. Тамара Гицба во время возведения пансионатов руководила стройкой. Она пунктуально, честно, открыто она настаивала свою правоту. Она и так руководила, жестко она себя вела. И это и победила. Благодаря ее мы имеем сегодня такие великолепные здания, сооружений курорта Пицунда. Как подчеркивали выступавшие на митинге в честь открытия памятника Тамаре Гицба, мужественность и настойчивость этой женщины, предвидение ею завтрашнего дня на своей земле вызывают восхищение. Смелая и принципиальная она всегда добивалась поставленных целей. Сегодня одна из улиц Пицунды носит ее имя. На здании администрации мемориальная доска в ее честь. И вот теперь ее вклад в рождение сегодняшней Пицунды увековечен памятником, который будет напоминать пицунцам и гостям курорта о скромной, но очень мужественной и талантливой Тамаре Гицба. Человек без позвоночника жить не может. И также не может жить без духовного стержня. Вот тот духовный подвиг, который совершила Тамара Ивановна, она не только учила, посылала там в Одессу, в Петербург молодежь, она следила за каждым, как работает этот человек. И как он, если ошибается, поправляла. И никогда никому не давала в обиду наших молодых абхазцев. Она говорила: жизнь это стрела, а лук в твоих руках. Если ты стрелу натянешь и в цель, которую ты поставил, попадешь, значит ты молодец. Если промажешь, значит тебе надо заново учиться стрелять в цель. Более 100 сотрудников и ветеранов от имени Министерства по курортам и туризму были награждены почетными грамотами и памятными подарками. Праздничные мероприятия были продолжены на центральной набережной города. Здесь в торжественной обстановке был поднят государственный флаг Республики Абхазия. Затем в курортном зале Пицунды состоялось торжественное заседание. Министр по курортам и туризму Автандилгарский в приветственном слове поздравил всех с юбилеем, отметив тех, кто сегодня без устали трудится в пансионатах. Как подчеркнул министр, несмотря на все сложности, сегодня курорт развивается. В этом году на улучшение инфраструктуры было дополнительно выделено 50 миллионов рублей. Доход от объединения пансионатов Пицунды в 2016 году вырос со 186 до 400 миллионов рублей. Думаю, что вы пришли с легким сердцем, и потому что руководство и коллектив курорта смогли оправдать то доверие,
которое было оказано. С поздравительной речью выступил президент Рауль Хаджимба. Пицунда всегда была и есть визитной карточкой Абхазии. Ее живописный облик, неповторимый ландшафт привлекали внимание миллионов советских и иностранных туристов, отметил президент. Рауль Хаджимба выразил признательность ветеранам строительства курорта за проявленный трудовой героизм и преданность делу, имевшему общенациональную значимость. Президент также подчеркнул, что за 5 десятилетий курорт Пицунда занял лидирующее место в курортной сфере республики, внес весомый вклад в развитие и укрепление экономики государства. Нужно дать должное, что курорт сохранился. Сохранился в основной своей массе коллектив, который сегодня способен сделать многое для того, чтобы этот курорт стал бы совершенно другим. Нельзя не отметить повышение эффективности работы курорта, достигнутой за последние годы во многом благодаря работе нового руководства курорта Пицунда. Грамотный и умелый менеджмент позволил предприятию выйти на прибыль и добиться роста других показателей. Объединение пансионатов курорта Пицунда уверенно занимает лидирующие позиции по продажам туристических путевок в 2017 году. Это хороший результат, но следует непременно двигаться вперед и наращивать обороты. Хотел бы от всей души поздравить вас всех, уважаемые пицунцы, с замечательным праздником и пожелать вам доброго здоровья, благополучия и процветания. Айз хазыгера, еще до снахолоды хипи амш, гуамч агубзерзыге, мазай. Указами президента Рауля Хаджимба за многолетний труд в области строительства и строительной индустрии Валериану Джону присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Абхазия». За многолетний труд и вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию абхазской культуры Василию Кове присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия». В завершении торжественного вечера был продемонстрирован документальный фильм об истории возникновения и развития Пицунды. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.